Здравствуйте. В центре города Якутска, столицы республики, на территории будущего бульвара Учителя в ходе археологических раскопок были найдены уникальные артефакты, которые, как полагают ученые, позволяют говорить о том, что поселение на территории современного города Якутска появилось значительно раньше 17 века. О значении этих находок мы говорим с кандидатом исторических наук, директором музея города Якутска Екатериной Алексеевной Строговой. Здравствуйте, Екатерина Алексеевна. Скажите, пожалуйста, так в чем вот действительно ажиотаж такой, да, резонанс очень большой в средствах массовой информации? В чем значение вот этих находок? Ну, в основном резонанс вызвала не основная часть находок. Всего в ходе раскопок найдено 1219 предметов. А в основном интерес вызывает обнаружение нескольких фрагментов древней якутской керамики 15-16 века, которых раньше на территории долины Туймада не находили. А скажите, какие вот находки наиболее интересные? Я знаю, что строительство началось в 2017 году, и тогда же и сразу были обнаружены эти артефакты. Да, сразу. Дело в том, что строительство, к сожалению, начали с нарушением федерального законодательства об охране культурного наследия, и поэтому разрушили культурный слой на берегу протоки Лог, которую сейчас называют озером Теплое. И наша сотрудница Елена Николаевна Соловьева, вот она стала первооткрывателем этого замечательного памятника, потому что именно она сделала первые находки вот прямо еще в процессе строительных работ, которые после этого сразу остановили. 1854. Вау! Не-не-не, вот здесь нашли. Монета. Вау! Да? 1854. Скажите, пожалуйста, а вот насколько известно, ведь на территории Якутска вот таких раскопок еще и раньше не производилось. И с чем это связано? На территории Якутска никогда не производилось никаких археологических раскопок. Разведочные работы производили. Первые разведки на территории Якутска провел Алексей Павлович Окладников, известный сибирский археолог. В годы Великой Отечественной войны он нашел достаточно много объектов каменного века, бронзового века, которые на тогдашнем уровне исследований имели огромное значение. Затем работы на территории города проводил городской отряд археологической экспедиции Якутского университета, которым руководил Виктор Михайлович Дьяконов, который тоже сделал ряд существенных находок, открыл огромное количество памятников каменного века. Вот древнейшая история долины Туймада – это его конек, он лучший специалист в этой области. И две археологические разведки, именно связанные с городом Якутском, с 17 веком, производила я в 12 и в 13 году на территории Якутского острога в районе Кафедрального Троицкого собора. Там тоже были сделаны довольно интересные находки, ну как-то вот они остались без внимания. Скажите, пожалуйста, вот эти найденные артефакты на месте будущего бульвара Учителя, они позволят вообще изменить дату основания современного города Якутска? Я считаю, что нет. Дело в том, что общемировая практика в этом вопросе, она предполагает как бы вот информацию об основании именно этого поселения. Вот если мы посмотрим, то дата основания Москвы отсчитывается от времени первого ее упоминания в документах. Хотя до этого времени на этом месте находилась боярская усадьба, то есть поселение уже было, и ни для кого не секрет, что на Боровицком холме есть неолитические поселения. Да, никто не считает. Допустим, дата основания Бухареста считается 1459 год, отсчитывается от документа, подписанного Владом III Басарабом, более известным как граф Дракула, об основании крепости с названием Бухарест. Хотя уже поселение городского типа на этом месте существовало к тому времени.
Вот. Дата основания Нью-Йорка – это 1629 год, отсчитывается от времени основания первого европейского поселения, а не от индийского стойбища, которое существовало на острове Манхэттен. То есть вот я специально показываю, что это не только у нас в стране, это общемировая практика отсчитывать дату основания поселения именно в связи с этим поселением, а не со всеми предыдущими, которые на этом месте были. Ну вот как раз та прошедшая информация в средствах массовой информации о найденных находках, о том, что как раз вот эти находки, они позволят изменить дату основания города Якутска. Этого не произойдет, вы считаете? Ну, если это произойдет, это мое личное мнение, я знаю, что многие будут этим моим мнением недовольны. Если это произойдет, это будет очень большая ошибка и большая глупость на самом деле. Скажите, пожалуйста, а какие вот мероприятия последуют вот за тем, кто должен подтвердить вот выводы ученых? Ну, ученые должны подтвердить. Эту керамику вообще нашли, ну, можно сказать, практически случайно во время уже камеральных работ. Вот два самых красивых фрагмента, которые вы видели на фотографии, нашла Елена Николаевна как раз Соловьева во время подъемных своих сборов. И потом еще несколько фрагментов уже нашли во время камеральных работ, ну, можно сказать, случайно. Определили по литературе, ну а потом все-таки я не специалист в древнеякутской культуре, и я сочла нужным показать эти находки своим коллегам, которые лучше разбираются в этом вопросе, Розалине Кентьевне Браевне и Виктору Михайловичу Дьяконову. Вот, они очень обрадовались этой находки, но, честно говоря, я совершенно не предполагала, что это получит такой резонанс. А что сейчас происходит вот на месте начатого было строительства бульвара Учителя? Ну, сейчас строители продолжают свои работы в той части бульвара, которая не затрагивает участок археологических исследований. На проведение археологических работ 2018 года будет объявлен тендер. В ближайшее время, и, скорее всего, именно мы его и выиграем. Мы получим соответствующие разрешительные документы, и в этом году, к концу июля месяца, мы должны завершить раскопки на этом месте для того, чтобы строители вовремя к 1 сентября успели достроить бульвар и открыть памятник в соответствии со своими проектами. Екатерина Алексеевна, скажите, пожалуйста, вот если взять весь город Якутск, то какая часть города представляет наибольший интерес для археологов? По вашему мнению? Ну, на самом деле, находки археологические случаются в совершенно разных частях города, потому что долина Туймада, она была издревле достаточно интенсивно заселена. Это очень хорошее место, очень удобное. Но в плане истории именно города Якутска наибольший интерес, наибольшую ценность представляет сравнительно небольшая территория. Это в длину от 64-го квартала, где находится Троицкий собор и оперный театр, до территории Краеведческого музея, бывшей территории Спасского монастыря. Практически весь проспект Ленина. Практически, современный. Да. Но почти весь. Он туда дальше уходит залог, но до лога, скажем. Да? До театра оперы и До балета. театра оперы и балета. И в ширину это еще меньше пространство. Это от улицы Кулаковского, от набережной, до проспекта Ленина. А почему вы считаете, что это самое интересное место с археологической точки зрения? Потому что это самое старое историческое ядро Якутска. Здесь находятся остатки двух якутских острогов. Первый острог на левом берегу реки Лены построил Петр Головин в 1644 году. И предположительно он находится в районе площади Марата. А вторая крепость, она просуществовала долго, она сохранилась на фотографиях. Это крепость, которую в 1682 году построил воевода Василий Преклонский. И вот она просуществовала вплоть до 1922 года. Это как раз 64-й квартал, где находится Троицкий собор, который был в стене крепости. Ну и более понятно для людей, это оперный театр,
он тоже захватывает эту территорию. Наш институт тоже стоит на культурном слое вот этого якутского острога. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, какая тогда историческая дата должна появиться, когда вот будут сделаны окончательно все выводы вот в связи с этими находками, уникальными артефактами? Но дата основания Якутска измениться не может, она известна по письменным документам. И, как мы знаем, до этого времени городского поселения на территории Якутии не существовало никакого, поэтому в связи в рамках вот этой общей мировой практики, о которой я говорила, дата основания самого города измениться не должна. Но с другой стороны, это открытие, оно все равно имеет очень большое значение. Вот представьте себе все прошлое человечество как рассыпанный пазл. Да, много-много крошечных кусочков, которые собирают помаленьку историки, археологи, этнографы, для того, чтобы как можно полнее восстановить картину прошлого и как можно лучше понять себя самих. Вот. Кто мы такие, откуда мы пришли, почему мы такие и куда мы идем в результате. И поэтому каждый, даже самый маленький вот кусочек этого пазла, он представляет огромную ценность. Поэтому эти находки, они в любом случае имеют огромную ценность и очень большое значение для науки. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас за это интервью.